Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостей, которые присоединятся к нашему ефіру. Це пан Олександр Коваленко, військовий та політичний оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив», експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука. Пане Олександре, вітаю вас. Селям алейкум. Доброго дня. Нашу беседу я бы хотела начать со следующего информационного сообщения. Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении прокомментировал последние заявления, последние новости относительно переговорного процесса между Россией и Украиной. И, можно сказать, так развеял все сомнения. Он назвал 5 условий переговоров. Первое – восстановление территориальной целостности, уважение устава ООН. 2. 3. Возмещение всех убытков, причиненных войной. 4. Наказание каждого военного преступника. И 5. Гарантии, что вторжение больше не повторится. Что вы вообще в целом думаете относительно вот этой вот темы, которая сейчас муссируется в информационном пространстве не только Украины, но и всего западного мира после статьи «Вашингтон-Пост», где там говорится, что якобы Запад пытается подтолкнуть Украину к переговорам с Россией, там чуть ли не на капитулянских условиях. Что это? Почему именно сейчас? Дело в том, что подобного рода нарративы уже неоднократно я слышал и ранее от разного рода информационных ресурсов, которые в той или иной степени, но были как-то аффилированы, в том числе и российской стороной. Европейские информационные ресурсы, американские информационные ресурсы, разного рода некие политические деятели, скажем так, политологи. То есть, на мой взгляд, это в первую очередь, скажем так, нарратив, который зародился именно в самой России, и его сейчас всячески муссируют, распространяют и интегрируют. Зачем? Почему? Потому что Украина, во-первых, если мы вспомним саму по себе общую пропагандистскую канву Российской Федерации, это некая страна, которая абсолютно не отвечает за свои действия, и она целиком и полностью управляется с Запада. Вот ей сейчас на Западе скажут проводить с Россией переговоры, и она в обязательном порядке начнет это делать. То есть это своего рода дискредитация Украины как того, как независимой страны в глазах потребителей этого информационного фастфуда, но это только верхушка этого информационного айсберга. А все остальное это куда более масштабно. И касается уже непосредственно, в первую очередь, самой войны в Украине, того состояния, в котором сейчас оказалась российская оккупационная армия. А это состояние, которое, ну скажем так, мягко говоря, тщедушным, если назвать, то это сделать комплимент. Поскольку тот ее потенциал, который она сейчас имеет, по сравнению с потенциалом, который у нее был в феврале, в марте, ну, они абсолютно несопоставимы. Это совсем другой уровень, более низкий, более низкопрофессиональный, неэффективный и так далее. Это касается как личного состава, так и технической составляющей. Поэтому для России сейчас критически важно взять паузу, иметь какую-то передышку. Она ради этого даже готова уступить те или иные захваченные территории, чтобы в перспективе для себя выстраивать сценарии по оккупации этих территорий по второму кругу, скажем так, по варианту 2.0, но ей нужна пауза. А пауза это возможно только лишь в результате переговоров. Поэтому эта тема с переговорами начинает муссироваться, вбрасываться через разного рода источники, даже те средства массовой информации, которые заслуживают, скажем так, доверия, западные, они тоже могут получать информацию от источников, ну, которые получают, опять-таки, эту информацию, неизвестно из чьих рук. Поэтому, на мой взгляд, это больше напоминает информационно-психологическую спецоперацию, потому что наши западные партнеры неоднократно официально заявляли, что они целиком и полностью поддерживают позицию Украины по освобождению полностью всей нашей территории. И именно Украина будет решать, когда начинать переговоры, а когда, собственно, пора остановиться и не дожимать уже врага, а дать ему возможность, например, самостоятельно объявить о капитуляции и покинуть наши территории. Ну, подогрело эту всю
как вы говорите, информационно-психологическую спецоперацию, визит Джейка Салливана в Украину и встреча с главой Офиса президента Андреем Ермаком. В чем, на ваш взгляд, тогда была цель этого визита и что, возможно, там кулуарно обсуждалось? Что кулуарно обсуждалось, конечно же, никто из нас достоверно знать не будет. Аналогично, что и относительно каких-либо предложений о переговорах, это исключительно могут быть домыслы и так далее. Но в целом, если мы говорим об обсуждениях вопросов безопасности, сотрудничества двухстороннего на уровне администрации и так далее, конечно же, тем довольно-таки много для обсуждения. И визиты такого рода, они нас не должны удивлять. Ну, у нас регулярно были визиты Бориса Джонсона в Украину, у нас был визит Олафа Шольца, у нас даже был визит Майи Санду, президента Молдовы. Но из этого, из всего можно выстраивать тоже какие-то конспирологические теории. Вот в том-то и дело, что с каждого из этих визитов могут именно враги Украины выстраивать информационную какую-то канву, которая как раз и может в том или ином смысле, в той или иной степени вредить Украине в Мгм. информационном порядке. Но тут что самое интересное, я за последние несколько месяцев уже неоднократно составил даже лично для себя список вот таких вот российских надежд. Разного рода российских надежд, которые они испытывают, что вот-вот сейчас произойдет какое-то событие, которое полностью переломит ситуацию, Украине никто не будет помогать, и все. Ну, например, то, что российские надежды, что Европа перед страхом холодной зимы прекратит поддерживать Украину. Это не А так? то, что Европа еще перед какими-то страхами прекратит поддержку Украины. Победят новый нарратив, новая надежда. Победят Победят республиканцы. республиканцы и перекроют Да, финансирование и Украине, да? ну, действительно, этих надежд уже были десятки. Они это ретранслируют в своих информационных площадках и интегрируют через информационные площадки, которые остаются у них под контролем, например, в Европе и в США. Ну, например, такое издание, как The National Interest, которое регулярно ретранслирует, по сути, кремлевские нарративы с претензией на то, что это какое-то аналитическое и уважаемое издание в США. Ну и таких множество, поэтому к такой информации следует всегда относиться очень осторожно и, конечно же, с предельно повышенным критическим мышлением. Мгм. Ну, вот по поводу Джейка Салливана, почему вот задается сегодня этот вопрос? Потому что еще до начала широкомасштабного вторжения в Украину многие аналитики и даже те, которые находятся в Соединенных Штатах, вам хорошо известные диссиденты, политические обозреватели Андрей Пиантковский даже говорил о том, что в офисе, в овальном кабинете, в офисе президента Соединенных Штатов сталкиваются вот две группы людей, два вектора. Один, который вот исключительно проукраинский, который поддерживает Украину до победного конца. И вот вектор как раз, куда входит Салливан, который лоббирует, скажем так, мягко говоря, интересы Российской Федерации, необходимости проведения там различного рода переговорных процессов. Это еще до начала широкомасштабного вторжения. И вот когда сейчас Салливан приезжает в Украину, естественно, в этом контексте возникает у многих некоторые сомнения. Именно поэтому вот его фамилия вызывает вот такого рода дискуссии. Ну, в данном контексте я бы хотел отметить то, что говорить об окружении Джо Байдена и пророссийских настроениях следует следующим акцентом. Есть пул, действительно, скажем так, ястребов, которые исключительно силовые методы воздействия на Россию всегда придерживались, а Мгм. есть пул, которые давали предпочтение дипломатии. Не Да. то чтобы это пророссийские интересы, лоббизм пророссийских интересов. Хотя лоббисты российских интересов есть и в Сенате, и в Конгрессе. Но в основном они сейчас присутствуют среди республиканской партии. Наиболее ярые такие представители, которые не боятся какого-либо, ну, то, что повышенного внимания. А вот именно дипломатия, вот в том-то и дело, что дипломатия, она всегда остается главным инструментом в цивилизованном мире решения самых острых проблем. И поэтому эту надежду продолжают оставлять до сих пор, что это может быть решено дипломатическим путем. Но с другой стороны,
А давить на Украину в этом вопросе никто не будет. Украина уже доказала, что она может самостоятельно решать проблематику оккупированных территорий. Все зависит только от степени поддержки со стороны наших международных партнеров. Проигрыш, любой проигрыш Украины, дипломатический либо территориальный в этой войне, это будет жесткая репутационная потеря, в первую очередь, для наших международных партнеров. Поэтому им такой исход не выгоден. То есть, исходя из этого, можно сделать вывод, что Россия сейчас для того, чтобы выиграть какое-то оперативное время, да, для того, чтобы собрать свои силы и так далее, задействует свою агентуру, скажем так, на Западе, задействует свои пропагандистские медиа, СМИ, источники и так далее, для того, чтобы вот пытаться каким-то образом нас подталкивать на эти переговоры. Да, безусловно. Она это делала, делает и будет продолжать делать. Но мы можем посмотреть даже вот, чтобы не вводить какие-то такие, знаете, конспирологические теории, а вот тот политик имеет какое-то отношение к России или не имеет. Вот он говорит слова очень схожие с российской пропагандой, возможно, он как-то аффилирован. Мгм. А просто приведем пример партии, которая, ну, на все 100%, даже больше, на 146% пророссийская, даже финансируется Россией, альтернатива для Германии. Да. Вот чем она занимается в последнее время? Она ретранслирует в немецкое информационное пространство вот эти все страшилки про холодную зиму, про инфляцию, про голод и так далее, и так далее. И призывает, конечно же, уменьшать поддержку Украине. Хотя Германия, она и не является лидером по степени поддержки Украины в военном плане. Но, тем не менее, они катализируют именно эти все нарративы в немецком информационном пространстве. И такие представители есть и во Франции, в Великобритании, в Бельгии, везде практически. В каждой европейской стране есть вот подобного рода ресурсы. А потому в этом нет ничего удивительного, что их активизируют. И опять-таки, это не только сейчас у нас горячая война, полномасштабная война милитарного порядка, конвенционного типа. Это еще продолжается и достаточно масштабная гибридная информационная война. Хм. Но, как вы думаете, все же Соединенные Штаты Америки, Великобритания, вот наши партнеры из числа стран Восточной Европы постоянно декларируют о том, что они будут помогать нас до победного конца. Ну, в отличие там от стран старой Европы, которые там все же говорят про необходимость переговоров и так далее. Там вот недавно Макрон, кстати, заявил о том, что с Россией все равно придется говорить, но когда об этом захочет Киев и так далее. И тем не менее, вот это вот что означает победа для наших западных партнеров, победа Украины? Разделяют ли они эту победу вот в том контексте, в котором мы говорим, в котором мы видим эту победу, или же они ее видят по-своему? Разумеется, они видят ее по-своему. Для нас это более глубокое понятие, как в дипломатическом смысле, так и в милитарном. Опять-таки, победа армии, милитарная составляющая, она куда более для нас значима, это куда большая цена для нас, чем для наших международных партнеров. Для наших международных партнеров это финансовые затраты, технические, технологические и некоторые социальные неудобства. А для нас это цена жизней, Мгм. большого количества жизней, которые положены на то, чтобы освобождать наши территории от захватчиков. А дипломатическая победа аналогична для нас. Это если будет заключено определенного рода договор, согласно которому объявится мир, будут полностью освобождены наши территории в одностороннем порядке оккупантами, будут оговорены репарации и будет Москвой объявлено капитуляцией, ну, в принципе, такая последовательность, то в таком случае это действительно будет серьезнейшая дипломатическая победа для Украины на всех уровнях над противником, который несоизмеримо сильнее нас. Тоже во всех отношениях, в экономическом, финансовом, в информационном, милитарном и так далее, и так далее. И для нас эта дипломатическая победа будет куда важнее, чем для наших, опять-таки, партнеров, для которых это будет, например, очередное достижение в их какой-то внешней политики. Ну, например, как для США, капитуляция того же самого Ирака, победа в югославском конфликте, опять-таки капитуляция режима Милошевича.
и так далее, и так далее, и так далее. То есть череда вот этих вот побед действительно сильной страны, которая может себе позволить подобного рода победы и говорить иногда даже не на равных, а иногда даже и свысока с подобного рода угрозами. Не договариваться, а даже ставить ультиматум. Поэтому разница этой даже дипломатической победы существенная. Хотя для США она будет тоже очень даже чувствительной. Поскольку какие за последние десятилетия США может привести на дипломатической арене масштабные глобальные победы, которые так или иначе были связаны с конфликтами? На сегодняшний день были только лишь репутационные поражения, например, в Афганистане. Вложение достаточно серьезных средств в афганскую армию и тотальный ее крах перед натиском куда более меньших по количеству и слабых по вооружению талибов. Это был репутационный удар, очень серьезный удар по США. И По США Венесуэле, нужно кстати, то же самая история. Никак они с Гуайдо, никак решить ситуацию не абсолютно, смогли. да. Вроде бы и есть два правительства, одно неофициальное, а другое псевдоофициальное. И как из этой ситуации выходить? В некотором смысле они попытались сейчас поднимать ставки в Тайване. Но Тайвань это не остров, который находится в состоянии войны полномасштабной с куда более сильным противником. Это остров, который с этим противником находится в напряженных отношениях, но именно в напряженных отношениях, а не войне. Поэтому по-настоящему вот эти репутационные баллы США могут заработать именно благодаря Украине. И Мгм. Украина, можно сказать, это на сегодняшний день в какой-то степени для большой внешней геополитики Вашингтона спасательный круг, чтобы продемонстрировать то, что мы все-таки умеем правильно выбирать союзников в любой части земного шара. Мгм. Но скажите, вот победа, которая будет являться для нас победой, это что? Это выход на границы 91-го года или это падение путинского режима, полная трансформация Российской Федерации, возможный распад России, полное ее разоружение, обезвреживание, лишение там ядерного статуса и так далее, потому что, вот знаете, на крымско-татарском есть такая прикольная фраза «Джеография кадердер», то есть география — это судьба. И пока рядом есть Россия и путинский режим, то есть угрозы будут сохраняться, я так понимаю, всегда. Что для нас по правде будет являться победой? А, Скажу так, в нынешних реалиях, в настоящее время, для нас победа это выход к границам 1991 года. Что там будет происходить в России, это уже их личная проблематика, внутренняя, которая нас не должна касаться. Почему? Потому что та демилитаризация, которую на себе ощутила российская армия в Украине, она, по сути, откинула Россию назад не просто на десятилетия. Да нет, 10 лет назад это совсем другая была ситуация. Скажу Мгм. немного по-другому. Россия не сможет восстановить даже десятую часть того потенциала, который она потратила в войне с Украиной, даже через 10 лет. То есть это глубокий милитарного характера кризис, Мгм. глубочайший. Все, что у России остается, это ядерное оружие. Но именно разоружение в ядерном порядке, ядерном оружии, это не такой-то уж простой процесс, на который вообще даже Кремль не пойдет, и только лишь силовым методом возможно будет решить, на мой взгляд, эту проблематику. Но силовым методом никто не будет лишать Россию ядерного оружия. Россия будет сама переживать впоследствии, после завершения войны с Украиной, один кризис за другим, внутренний, не только экономический, а и социальный, социально-политический, хаотизация общества, конечно же, падение достатков, изменение устройства, политического устройства страны. Не исключен не распад по регионам, а утверждение отсутствия уже как такового понятия центра власти. И в каждом регионе попросту будет свой феодал без видимого какого-то территориального распада и так далее, и так далее. И за вот этот вот процесс, назовем так его, смуты, условно, Мгм. у Украины есть прекрасная возможность не только восстанавливать города, не только восстанавливать экономику, но и
создавать еще более боеспособную, еще более профессиональную современную армию. С учетом того, что мы уже будем обеспечены поддержкой наших международных партнеров, этот процесс в мирный период времени значительно ускорится. И, конечно же, курс на НАТО. Безусловно, курс на вступление в НАТО. Североатлантический альянс, который сейчас в Украине, будет заинтересован куда больше, чем Украина в нем. Но все же для галочки следует поставить. И в комбинации всех этих действий в ближайшие года, если нам удастся создать вот именно такой дисбаланс в данном регионе, то агрессии со стороны России, ну, мы точно не будем ожидать. В том плане, что полномасштабной агрессии у нее просто не хватает ресурсов для этого и не хватит в ближайшие десятилетия. А мы в это время значительно накопим свой ресурс, обеспечим себя союзниками. Главная цель вступления в НАТО, она должна стать приоритетом. Опять-таки не для того, что это дает нам какой-то особый приоритет, а это в первую очередь для безопасности самой же Европы. Чтобы Европа уже в будущем спала спокойно. И пятая статья коллективной безопасности тотально бы ограничивала Россию в ее каких-либо реваншистских помыслах. И таким образом говорить о том, что Украину может заинтересовать распад России, а Украина может к этому приложить какое-либо, ну, я не знаю, какое-либо свое уже вмешательство. Ну, я слышал такую очень интересную версию о том, что после победы и освобождения всей нашей территории, если мы своими руками не свергнем режим Путина, то его в России никто не свергнет. Мгм. На что я всегда отвечал следующим образом. А как вы это себе видите без выхода на территорию России и похода на Москву? Как вы себе видите эту ситуацию? У нас на сегодняшний день, после освобождения наших территорий, будет задача совсем другого порядка. Максимальное сохранение нашего генофонда, приумножение нашего генофонда и прикладывание усилий для развития нашей страны. А если будет совершен какой-либо поход, например, на Москву как вариант, то это опять-таки тысячи, даже десятки тысяч жертв среди наших лучших представителей нашей нации. Нам это не нужно. У нас совсем другие будут стоять задачи. Поэтому я себе и вижу, победа в Украине – это победа, выход к границам Мгм. 1991 года. А все остальное, что будет происходить в России, да, пускай горит хоть синим пламенем. Мгм. А нет ли у вас ощущения, что как раз наши западные партнеры опасаются вот этого периода смуты в России, так как не будет понятно, у кого в руках будет кнопка от оружия судного дня. И именно поэтому наши западные партнеры сегодня так довольно медля предоставляют нам вооружение, чтобы мы там не через месяц-два сразу взяли и все победили, а чтобы растянуть это. А сейчас понятно, у кого эта кнопка? Ну вот что самое интересное. Вот в чем Ну, главный условный вопрос. Путин, коллективный У Путин, ко- скажем так. Коллективный Путин. У какой личности Путина сейчас контроль над кнопкой? А у какого именно Путина? Дело в том, что Путин это как ядер... Билли Миллиган, да, 24, да, там 24 личности он себя считает. Что-то вроде того, да. И если мы говорим об угрозах для ядерного оружия, то эта угроза, она существовала даже в период распада Советского Союза. Мгм. Причем тогда субъектов, которые контролировали ядерное оружие, было куда больше. Распад современной Российской Федерации, я не вижу этот процесс в смуте как таковой. Сейчас многие говорят о распаде на несколько частей и тому подобное. Да. Нет, определенная целостность, она может сохраниться. Может измениться сама структура такого понятия, как центр власти. Путин выстраивал 20 лет именно вот это понятие центр власти, вертикаль власти и так далее, и так далее. Вот такой вот фетиш на какой-то централизации, на какой-то единой точке, с которой будет распределяться власть уже по всей остальной России. И будущая Россия как раз может измениться. Она может превратиться в такую, скажем так, федерацию феодальных наделов. Именно феодальных наделов. Каждый регион, каждая область, каждый округ
каждая республика автономная превратятся попросту вот в такое подобие федерального надела со своим олигархом, который контролирует этот регион. Ну, например, там какой-то феодальный чеченский надел, да, может быть, который даже переименуют в некую Кадыровщину, Кадыровская автономная область. Или это может быть другой формат распределения власти в самой России. Но сам процесс распада на отдельные какие-то квазиреспублики, мини-государства, я такого будущего для России не вижу. И, скажем А так, после почему вы не семи... видите просто оппозиции вот в тех федеративных республиках, которые могли бы начать, скажем так, национально-освободительное движение? Да, и это в том числе. Такого процесса нет нигде. Даже на Кавказе, даже если мы возьмем Кавказ для рассмотрения как наиболее горячую точку в Российской Федерации, даже там процессы отчасти контролируемы, ситуативно контролируемы. Да, там могут быть определенного рода движения, но не настолько критичные, которые могут спровоцировать раскол, распад и развал. Более того, любой процесс, который, скажем так, имеет революционный характер, любой процесс, который имеет протестный характер, в той или иной степени в России контролируется соответствующими силовыми структурами, спецслужбами. Это исторически так сложилось, и это неизменно столетиями. Начиная от Московского царства, продолжая Российской империей и заканчивая Советским Союзом, ну и в нынешнем формате уже Российской Федерации. Даже процесс в Хабаровске протестный, самый за последние несколько лет в России такой масштабный, он тоже проходил под контролем соответствующих силовых структур. И примеров тому множество. Например, Фургал являлся человеком подконтрольным Гризодубовой. Это человек, который находился под управлением силовой структуры, которого попросту подмяла другая силовая структура, Лубянка. Попросту устранение с Лубянки пошло. Мгм. И когда начались протестные движения в Хабаровском крае, который, опять-таки, один из немногих краев России, который именно находился под курированием ГУ ГШ ВСРФ, когда туда стали отправляться колонны Росгвардии, а, как известно, Росгвардия является филиалом именно ФСБ, то как закончился этот процесс? Росгвардия разогнала протест? Нет. Протест сам сошел на нет, когда уже попросту народу перестало интересным выходить на улицы. Вот и все. Мгм. Ну а есть ли, на ваш взгляд, сегодня вот какие-то противоречия среди этих башен Кремля? Да, Или же они действуют до сих пор колоссальные. как единая корпорация? А расскажите об этом. Мы Нет. некоторое время назад про Пригожина и Кадырова говорили, и это было таким вот звоночком. Пригожин и Кадыров – это люди Лубянки. Хотя постоянно почему-то говорят, что ФСБ ненавидит Кадырова, Кадыров ненавидит ФСБ, да ничего подобного. С кем Кадыров обнимается и лижется регулярно? С Золотовым. Но опять-таки, Золотов – это лубянковская креатура. Росгвардия – это филиал Лубянки ФСБ. У кого действительно реальный конфликт у Кадырова, так это с Министерством обороны и с грушниками. И это вот фактически проявление вот этой историчности конфронтации между Министерством обороны и ФСБ. Ну, скажем так, это тянется еще со времен Советского Союза, Ну, когда об этом, было помните, ГРУ. даже Литвиненко писал, как ФСБ подрывает Россию, постоянные вот эти противоречия между Главным управлением разведки ГРУ и ФСБ. То есть Так, это с чего-то, да, эти всегда проблемы, они существовали еще в период Советского Союза, между КГБ и между ГРУ. продолжается. А в период Российской Федерации это уже переросло в ФСБ, ГУ, ГШ, ВСРФ, оно же, ну, опять-таки, давайте считаем так же само ГРУ, грубо говоря, Министерство обороны Российской Федерации. И это, скажем так, на жаргоне это извечный конфликт кирзачей и фэсов. И конфликт этот зачастую был исключительно финансового порядка, финансирования, борьба за финансовые потоки. А влияние на первое лицо в государстве, на президента в частности,
имеется в виду, это немного даже второстепенный вопрос. И в какой-то степени до 2020 года у них был баланс по влиянию на Путина. Например, человек, который являлся его помощником и который ответственен за гибридную войну против Украины, Владислав Сурков, это был человек ГРУ, Мгм. ГРУ ГШ ВСРФ. Опять-таки, до 2020 года он имел определенного рода влияние на Путина, и при этом его это влияние, оно, конечно же, уменьшалось по мере того, как успехов особых он не демонстрировал на Донбассе, но в целом был какой-то паритет. В основном борьба происходила за финансовые потоки. Например, финансовые потоки, которые выделялись на частные военные компании. ФСБ первая на себя перетянула одеяло по созданию частных военных компаний и отправки их за пределы России для решения гибридных задач. ЧВК «Вагнер», Евгений Пригожин, доброе утро, то, что М. называется. То есть вот такие опять Вагнер, Пригожин, Кадыров, это все элементы ФСБ. И чем они сейчас заняты? Чем сейчас занят Пригожин? Чем сейчас занят Кадыров? Они заняты тем, что они топят Министерство обороны Российской Федерации и непосредственно самого Сергея Шойгу. Сергей Шойгу это все прекрасно видит, он это все замечает и даже видит, насколько успешно это у них получается, поскольку они пока еще имеют влияние, авторитет на Путина. А Путин недоволен действиями армии, и он позволяет, например, ну, снимать того же самого Лапина, устраивать его публичное порицание, ну, представить себе, чтобы в России генерала публично порицал какое-то там гражданское лицо типа Кадырова, потому что, ну, по сути, он гражданское лицо. Мгм. Но это недопустимо в общей, скажем так, иерархии российского генералитета. Что происходит дальше? На арене появляется Мордвичев, который должен будет замещать Лапина. Кто такой Мордвичев? Мордвичев это креатура, опять-таки, близкий друг Кадырова, и не просто близкий друг Кадырова. В Министерстве обороны Российской Федерации сформировалось сейчас, скажем так, два лагеря. Лагерь именно условно действительно кирзачей до мозга кости, то есть министерские, а есть те, которые находятся под влиянием Лубян. И вот Мордвичев это как раз лубянковская тоже креатура, которую интегрирует в общую канву. Да, он, конечно, там отличился определенным образом под Мариуполем, но в целом это такая же самая пустышка, как и большинство другого генералитета. Но Мгм. и происходит его продвижение. И вот эта конфронтация, она набирает сейчас действительно вот этот, доходит до своего апогея, потому что речь уже не о финансах, речь уже о влиянии и даже более Мгм. того, выживании одной из группировок. Периодически подвергая себя такой экзекуции, слушаю российских либералов, либеральных журналистов, и знаете, там муссируется вот такой вопрос, над которым они дискутируют. Говорят, значит, ну вот Путин нехороший, Путин плохой, Путин террорист, Путин убийца, но если Путин уйдет, его уберут, свергнут, то может прийти силовой сектор, который будет еще более обезбашенным, чем Путин. Что вы думаете по этому поводу? Не уверен. А если говорить о 2021 году, то да, можно было так сказать. Что вместо Путина может прийти какой-то сумасшедший, там Бортников, например, Мгм. Нарышкин и так далее, из этого Сергей Шойгу. И тогда что произойдет? Они применят те методы, которые не применял Путин до 2022 года, а именно начнут Войну. полномасштабную войну против Украины. Вот. Поскольку до этого Путин это в первую очередь ассоциация с гибридной войной. А Мгм. тут полномасштабный формат. Так можно было говорить. Но сейчас, если вместо Путина придет одна из этих личностей, один из этих персонажей, то они придут с чем? Они придут с видением ситуации. С видением ситуации, что Россия проигрывает войну, у России не хватает ресурса человеческого и технического для продолжения войны. Россия развернула частичную мобилизацию, понимая, что этих частично мобилизированных они не смогут даже обеспечить необходимым количеством автоматов
и патронов к этим автоматам, боекомплектам, не говоря уже о шлемах, о бронежилетах, снаряжении, одеть, обуть, накормить, разместить войсковой части в казарме в нормальных условиях, а не где-нибудь в бараке типа ГУЛАГ, и даже полигонов, не имея достаточного количества, чтобы проводить обучение этого количества частично мобилизированных. Про технику даже речи не идет. Они Мгм. придут с осознанием того, что в зону боевых действий отправляют гаубицы Д-1 1943-1949 года выпуска и воюют сейчас по методам Второй мировой войны, которыми воевала рабочая крестьянская Красная Армия. Закидывание свежепривезенным на линию боевых действий, линию столкновения мясом, частично мобилизированным, непрофессиональным, некачественным. И опять-таки, выходя из ситуации, используя уже Второй мировой войны эпохи вооружения. И все это на фоне того, как каждый день уменьшаются их возможности по распилу бюджета, уменьшаются их награбленное богатство за эти десятилетия и так далее, и так далее, и так далее. И вот такой человек приходит к власти. Что он сделает? На мой взгляд, он начнет вести более продуманную игру, одним из элементов которой будет все-таки сдача назад. Мгм. Сдача назад, выход до каких-то определенных, скажем так, позиций. С одной стороны, как сделал после назначения генерал-маньяк Суровикин. Что сделал Суровикин, когда его назначили командующим российскими оккупационными войсками? Он сразу же заявил: мы сейчас будем принимать непопулярные решения. Замечу, что его уровня генералы не становились медийными персонажами. Они не выходили на медийный уровень. Они всегда были в тени. Тот же самый Лапин. Он там что, выступал с какими-то речами, раздавал интервью? Суровикин дал это интервью для чего? Для Мгм. того, чтобы снять с себя ответственность за бегство российского контингента с правобережной части Херсонщины. И, в принципе, российская пропаганда его поддержала. Что стали буквально все в один голос пропагандисты вещать? Коц, Пегов, Симонян, прочие все. Они вещали о том, что вот мы получили того генерала, которого ожидали, который говорит правду. Нужно принимать непростые решения. Мгм. Что под этими непростыми решениями подразумевалось? Ну, конечно, то, что они так или иначе потеряют правобережку Херсонщины. И не только. Но это только первый этап. Но это была вот такая вот информационная затравка, которая позволит ему снять с себя ответственность за будущие поражения, которых будет потом еще десятки. Но он потом еще будет делать какие-то еще подобные затравки. Ну вот, И вот кстати, новый приходящий руководитель России, который придет, он аналогичную снимет с себя ответственность за все, что происходило до него. Все, что угодно может быть ретранслировано в общество, общество это съест. Потребитель информационного фастфуда требует фастфуда как можно больше. И ему этот фастфуд дадут. мгм. Поэтому, на мой взгляд, все-таки ситуация будет несколько иная, не более жесткая. А начнут манипулировать, начнут лавировать даже. Ну, по поводу перспектив российских военных неудач по Херсонщине. Они будут вынуждены отойти? И как вы думаете, в какой перспективе? В перспективе в пределах 2022 года. Мгм. Я даже не исключаю, если особо так оптимистично смотреть на ситуацию, то при сложении определенных обстоятельств это может произойти в конце ноября, начале декабря. Я это Мгм. так вижу. А почему? Потому что, А отходить они ну, будут в Крым, пана Александра, или вот в сторону нет, они Ростова? будут задерживаться на левом берегу. Ага. Они будут закрепляться на левом берегу. Они не будут полностью оставлять Херсонщину. Сейчас речь идет именно исключительно о правобережке, Мгм. которую они не могут удержать. А, Несмотря даже на то, что там сейчас присутствует довольно-таки серьезный контингент их сил и средств, есть очень важные факторы, которые указывают на их подготовку бегства. Первое, они полностью вывели весь свой медперсонал, Мгм. именно российский. Они его вывели с правого берега, они вывезли медоборудование, свое и украинское, конечно же, как же без этого. Они полностью вывезли медикаменты из медучреждений и вывозят из аптек. Вопрос, если вы готовитесь оборонять территорию до последней капли крови, то это сотни, это тысячи раненых. Кто их будет лечить? Какова их будет дальнейшая судьба?
А второй очень важный момент — артиллерия. Артиллерия — это вообще фундамент российской армии. Без артиллерии они не могут ни наступать, ни вести оборону. Сейчас с правого берега как раз и занимаются эвакуацией артиллерии. Ствольной, реактивной и так далее. То есть, как вести оборону, если нет поддержки артиллерии? Поддержка с правого берега, она не считается, она не настолько эффективна, сколько непосредственно... Поддержка с левого берега на правый берег, она недостаточна, не настолько эффективно, если бы эта артиллерия размещалась именно на правом берегу. Ну и третий очень важный момент, который стал себя проявлять фактически в конце предыдущей недели, они стали сворачивать системы связи. Они сворачивают свои системы связи, выводят их к Херсону, а с Херсона на левый берег. То есть они тем самым подрывают эффективность управления передовыми подразделениями. Это все признаки того, что они готовятся действительно к бегству. Но это не означает, что они не будут сдавать Херсон без боя. Нет, бой будет. Они будут имитировать оборону эпическую, героическую, которую будут раздувать в своем информационном пространстве. Но какой ценой? А цена проста. Самый никчемный, наименее ценный ресурс, который у них есть, будет вести эту оборону. Частично мобилизированные. А Мгм. профессиональные с боевым опытом подразделения сейчас выводятся на левый берег. А на правом берегу оставляются в большом количестве подразделения, которые на 60-70% состоят из частично мобилизированных. А вот, в принципе, и вся оборона правобережной Херсонщины, которая будет в ближайшее время, ну, скажем так, перемолота в мясорубке. Я просто, знаете, в таком случае мне вообще тогда непонятна логика России, которая проводит на этих новооккупированных территориях так называемые референдумы. Потому что в начале, когда они провели этот референдум, сфальсифицировали результаты, как, впрочем, и было ожидаемо, да, мы думали, что они это делают специально для того, чтобы остановить продвижение вооруженных сил Украины, ссылаясь на то, что вот это наша территория, если вы будете сюда двигаться, в военной доктрине России там прописано, что мы можем применять ядерное оружие, потому что наша территория и так далее, и вот таким образом запугать, зашантажировать нас, зашантажировать мир, и чтобы мы там не двигались. Но ничего не происходит, мы двигаемся, мы деоккупируем свои территории, Россия молчит в тряпочку, и получается, таким образом она сама себе стреляет в ногу, потому что Крым она просто поставила на один ряд с Херсонской областью, Запорожской, с Донецкой, Луганской. Правильно ли я понимаю, или что-то вообще алогично мне это все кажется? Да. Ну а что, разве кто-то сомневался в том, что если вооруженные силы Украины начнут освобождать, когда полуостров Крым, то что, будет ядерное оружие применено? Нет. Ну вот что там с мостом произошло? Какой ответ последовал? Какой-то инцидент случился с Крымским мостом. Потом какой-то инцидент странный произошел в бухте Севастополя. Да, то Ну, есть это где все реакция? профанация, то, что они говорили про ядерное оружие, пугали Да весь мир. потому что ядерное оружие так просто невозможно применить вообще в принципе. Это не просто взял, открыл чемоданчик и нажал на красную кнопочку. Нет, это очень сложный процесс, бюрократический, организационный. И на Западе тоже ж не дурачки сидят, они это прекрасно понимают. Тем более те страны, которые являются членами ядерного клуба. Страны, члены ядерного клуба, это вообще очень специфическая, скажем так, категория вообще государств, которые, ну, придерживаются, вот, скажем так, фундаментальных основ ядерной безопасности. И одной из фундаментальных основ этой ядерной безопасности является неприменение ядерного оружия в случае, если это не является каким-то жизненно необходимым при обороне своих собственных территорий от другой ядерной державы, которая готовит этот удар. В доктрине Китая более того отмечено даже, что Китай будет применять ядерное оружие только в том случае, если по его территории будет нанесен ядерный удар. Вот Мгм. еще какой важный показатель. И ядерный клуб это, скажем так, это очень серьезный рычаг давления на Россию, причем на всех уровнях. Индия, Пакистан в том числе. Посему вот эти все угрозы со стороны Российской Федерации, ну, это, конечно же, исключительно словоблудие. Не более. Я к этому отношусь с первых дней, по сути, полномасштабного вторжения в Украину именно в таком контексте. Это словоблудие.
Но следует понимать другое. Для чего эти референдумы проводились в перспективе, скажем так, если не среднесрочно, то долгосрочно. Украина освобождает эти территории. Освобождает Запорожскую, Херсонскую, Донецкую, Луганскую области, Крым. И живет своей жизнью, вернула свои границы. В России там происходит свой токсичный, какой-то кипит свой токсичный бульон, и через какой-то период времени этот бульон начинает успокаиваться. Там начинает формироваться какая-то более-менее стабильная ситуация в политическом, социальном смысле. Мгм. Приходит какой-то неолиберальный, неодемократический президент к власти, который, конечно же, будет марионеточным, мы это все прекрасно понимаем, потому что неолиберальная и неодемократичная власть невозможна в России как таковая. А через некоторый период времени происходит опять-таки смена власти и начинают приобретать электоральные баллы силы, которые несут в себе зачатки реваншизма и недоимперских амбиций. Ну, по сути, как это было в Германии после Первой мировой войны. Именно на унижении, именно на оскорблении национальной гордости были возвращены зачатки нацизма Гитлером. Вот Мгм. именно через вот это вот поражение, через ощущение вот этого вот какого-то, ну, оскорбления всей нации, был возвращен самый жуткий режим, который был, ну, разве что наравне со сталинским. И вот к чему, по сути, мы можем прийти в будущем. Приходит к власти в России лидер на нарративах о том, что сделаем Россию сильной снова. Вот, Поднимем с колен, как они любят. вот, опять-таки, а также увеличивается этот процесс через что? Как это происходило на рубеже Ельцинской России и Путинской России? Какие тогда распространялись нарративы? Кроме того, что Беларусь, Украина и Россия один народ, одна страна, союзное государство, мы все братья и все тому подобное. А были и другие нарративы. Вернем Аляску. Мгм. Замечательный нарратив такой себе. И не только, многое другое. А вот этот реваншизм, он будет воплощаться теперь через вот эти территории. В России будет это использоваться на уровне либо конспирологии, либо официальной какой-то доктрины о том, что мы должны прикладывать все усилия для восстановления нашей обороноспособности, нашей армии для того, чтобы вернуть Херсонщину, Запорожщину, Луганщину, Донеччину, Крым, конечно же, потому что это наши территории. Вот тогда-то было принятие в состав Российской Федерации и так далее, и так далее. То есть, ну, это не факт, что они будут это делать. Я даже более чем уверен, что чем дальше вглубь истории, тем меньше у них будет таких возможностей, чем сильнее будет Украина, тем меньше у России будет возможности вообще мечтать об этом. Мгм. Но для того, чтобы опять-таки вокруг себя сплачивать электорат и скармливать вот этот информационный фастфуд нищему населению, вполне хватит для того, чтобы забить этой темой эфир и не освещать, ну, насущные проблемы социального характера. Мгм. По Донбассу еще хотела с вами поговорить, что на восточном направлении сейчас происходит. Скажем так, 50 на 50. На Луганском направлении, безусловно, инициатива на нашей стороне. В Луганской области по границе с логистической артерией Р-66 от Сватова до Кременной реализуется сейчас, скажем так, сценарий по подготовке условий для контрнаступления. В первую очередь это, ну, перерезание Р-66 как таковое уже осуществлено. Мгм. С южного, северного направления к Сватово, можно сказать, формируются условия для клещей, которые впоследствии перерастут в окружение. То есть я даже не исключаю того, что в районе Сватова может повториться сценарий с Лиманом. Когда вокруг Лимана стало формироваться окружение, Лиман попросту, пока была такая возможность, покинула большая часть российских подразделений. А когда окружение было уже сформировано, они пробивались с боями, и большая часть из них была попросту уничтожена. И аналогично может произойти в районе Сватова, и по сути может быть только один отход, это в район Старобельска. Если они действительно
выведут все свои подразделения до Старобельска, то здесь можно говорить о том, что может уже разыгрываться даже харьковский сценарий. Мгм. Берется под контроль логистическая артерия, то есть опять-таки Р-66, с основным узловым пунктом Сватово, и развивается стремительно контрнаступление до рубежа с Старобельском, поскольку Старобельск — это следующая локация, над которой нужно будет проводить соответствующую подготовку по деоккупации. А для Сло контрнаступления сейчас ресурсов у Украины достаточно, у вооруженных сил Украины? А это Генштаб знает лучше. Генштаб знает лучше. И если говорить о Донецком направлении, Донецкая область, то опять-таки самые горячие, самые проблематичные локации — Авдеевка, Бахмут, Угледар и Белогоровка. Причем проблематика их заключается в том, что, ну, если мы говорим про Авдеевку и Бахмут, то это уже больше 4 месяцев боев, которые ведутся в наступательно-штурмовом характере со стороны российских оккупационных войск, а результата особого они не достигли. Бахмут очень сложно, опять-таки напор идет серьезный, там сформировано, там направлено подразделение 1-2 армейских корпусов, а также ЧВК «Вагнер», которые пытаются захватить город, но на подступах фактически восточных окраин самого города они блокируются. Мгм. Оборону вооруженные силы Украины там ведут достаточно эффективную, поэтому будем надеяться, что в какой-то период времени все-таки наступит этот переломный момент и начнется уже и контрнаступление в этой локации. Ну, есть все признаки к тому, что это может произойти. И относительно Белогоровки и Угледара, на Угледар они формировали 5 батальонов тактических групп для того, чтобы оккупировать этот город. По сути, они в районе села Павловка эти 5 батальонов тактических групп источили. В районе Павловки очень сложная ситуация, но она оказалась настолько непреодолимым барьером для оккупантов, что они сейчас вот с этим небольшим селом, ну, они там увязли. А Белогоровка чем-то схожа тем, что они также пытаются в районе Белогоровки осуществлять наступательные действия. Почему? Потому что на очень удобный трамплин для Мгм. контрнаступления на агломерацию Лисичанск-Северодонецк. И это контрнаступление может даже быть комбинированным с направлением к действиям по отношению к Кременной и Рубежной. То есть фактически, если будет поставлена такая задача, может даже начаться контрнаступление сразу на локации Кременная, Рубежная, Северодонецк, Лисичанск. Но произойдет это скорее после того, как будет решен вопрос со Сватово, поскольку именно соединение Сватово-Кременная по Р-66, ну, оно многозначительно важно было, и исчерпание ресурса от этой логистической связи в самой Кременной будет влиять в том числе и на то, насколько успешным будет и контрнаступление. Поэтому они пытаются Белогоровку также отбить, но у них в этом случае тоже ничего не получается, блокируется фактически перспектив, скажем так, нет. Мгм. Но при этом российские оккупанты продолжают бить по стратегической энергетической инфраструктуре Украины. И пока мы вот с вами даже сейчас эфир пишем, периодически отключают свет на канале. Мы находимся в Киеве, и в Киеве очень серьезные отключения от электричества. Вот в данном контексте какова стратегия, какова цель России? Зачем им это нужно? Террор против гражданского населения — Мгм. это элемент шантажа. Морально-психологическое давление на само население. Это классическая система воздействия именно на население, которое находится в тылу. Они не будут, они понимают, что это никоим образом не влияет в настоящее время на ход боевых действий, но они таким образом пытаются поставить население Украины в крайне неудобные условия: отсутствие света, отсутствие воды, отсутствие тепла, особенно зимой, и создать таким образом социальный коллапс, общественный коллапс, и чтобы уже общественность давила на власти, чтобы власти шли, ну, например, на те же самые переговоры. Мгм. Мы устали сидеть без света, мы устали сидеть без воды. Давайте договаривайтесь о чем-то с Россией, чтобы они прекратили эти удары по энергетической инфраструктуре.
Собственно, у них такой расчет, именно такой сценарий. Но это не Но рабочая странно, схема, если мы а, говорим об украинцах. мы на сегодняшний день видим, что нет. Подобными ударами они только лишь распространяют больше ненависти к себе. Они повышают градус ненависти к себе среди гражданского населения и повышают ненависть по отношению к себе со стороны наших военнослужащих, которые более жестче действуют в зоне боевых действий. Они прекрасно знают о том, что происходит в тылу, и, конечно же, они понимают, что от них зависит намного больше, чем можно себе только представить. Таким образом, это совсем не на пользу, например, России, российскому командованию, которое делает ставку сейчас на ресурс своих войск, которые в первую очередь деморализованы, демотивированы, ну, частично мобилизированы. А какая может быть мотивация, если его даже без акклиматизации к зоне боевых действий сразу бросают на передовую, где фактически за 24 часа гибнет все его подразделение, и после того, как его отводят из зоны боевых действий, его добавляют к следующему подразделению, которое опять-таки бросают в атаку. Ну, никакой мотивации, никакого вообще желания даже и жить банально у него нет. Поэтому вот в этом-то и разница. В этом-то и разница. Им нет кем воевать в плане того, кто бы имел желание это действительно делать и кто к этому готов. У наших вооруженных сил Украины каждый такой удар по гражданскому объекту, оно лишь подогревает это желание. Мгм. Мгм. А, Недавно в Генштабе сообщили о том, что у России заканчиваются, чуть ли не заканчиваются уже все ракеты, и они заказали их у Ирана, а также все больше и больше заказывают иранские БПЛА, шахеды. И тем самым зимой планируют усилить ракетные удары. Насколько эффективны вот эти иранские шахеды в войне России против Украины? Что вы в целом думаете относительно позиции Ирана? Зачем вот стране, которая находится под огромным количеством санкций со стороны Соединенных Штатов и коллективного Запада, еще и более усугублять ситуацию, поддерживая Россию? Что ж, ну, говорить о том, что у России заканчиваются ракеты, не совсем корректно. Тут есть два обстоятельства. Есть ракеты, которые они могут производить, но не в достаточном количестве, чтобы удовлетворить свои потребности в условиях полномасштабной войны и постоянного их применения. А есть ракеты, которые действительно заканчиваются, но это в первую очередь советских образцов. Те же самые Х-22, которые они попросту не могут производить. В этом есть небольшая разница. И иранские средства поражения они используют, чтобы компенсировать вот этот дефицит и вот эту нехватку тех ракет, которые у них имеются в наличии. Чтобы, скажем так, за меньшие затраты, например, Шахед-136, это был вариант, когда за меньшее финансовое вложение вы получаете не меньший эффект от нанесения ударов по объектам в Украине. То есть одно дело, когда используешь ракету стоимостью 3-4 миллиона долларов, а Мгм. совсем другое, когда используешь беспилотник, который ну, где-то в среднем 50 тысяч долларов стоит. А эффективность практически такая же самая за счет того, что у этого беспилотника достаточно мощная боевая часть, почти 50 килограммов. То есть нанести серьезное повреждение он может. И таким образом, первоначально, да, шахеды были эффективны, поскольку наше ПВО на тот момент не имело алгоритмов противодействия. В настоящее время их уничтожение порой достигает 100%. Вот Мгм. выпустили стайку из 15 штук, 15 штук и полегло. Сейчас разработаны алгоритмы противодействия, которые достаточно эффективно работают. С другой стороны, если мы говорим о ракетном вооружении, баллистические ракеты, сложно сказать, насколько эффективно мы сможем им противостоять, поскольку любая баллистическая цель, она очень трудна. И эти ракеты будут использоваться, опять-таки, по гражданским объектам, гражданской инфраструктуре. Мы это понимаем, и в зоне боевых действий их применение будет редким. Это элементы террора. А то, что Иран эти поставки осуществляет России, то в принципе это явно не финансовая заинтересованность. Поскольку, ну, что ты можешь заработать на таких продажах? Миллион, другой долларов, пару десятков миллионов долларов. Да, возможно. А вот снятие эмбарго с Ирана в случае заключения ядерной сделки, договоренности по ядерной сделке с международной коалицией, снятие эмбарго с энергоносителей,
Это миллиарды долларов в год прибыли, которые бы Мгм. могли быть у Ирана. Но сейчас про это уже речи не идет. Про это уже не ведется дискуссии. Потерял настолько серьезное финансовые пополнение своего бюджета? Да, значит, была выгода не в финансах, была выгода в технологиях. Каких? Ядерные, технологии ракетного типа, технологии, опять-таки, Шахед-136, когда к нам поступал, это был беспилотник с инерциальной системой наведения. И у него была ограниченная эффективная дальность применения и точность. А сейчас Шахед-136, которые мы сбиваем, на них установлены блоки российского ГЛОНАСС, что значительно повысило их эффективное расстояние применения и точность. То есть и такие технологии, спутниковой связи, наведения. Ну и, конечно же, я не исключаю, что и вооружения, те же самые Су-35 давно интересуют Иран. Поэтому у Ирана очень даже, может быть, появятся эти самолеты в ближайшее время в распоряжении. Это что, они по бартеру? Мы вам шахеды, вы нам СУ? По всей видимости, да. Почему нет? Очень даже вероятно. По крайней мере, то, что последующие поколения Шахед-136 будут все иметь блоки ГЛОНАСС, я почему-то в этом более чем уверен. И следует в этом случае задумываться даже Израиль, что Россия сейчас помогает Ирану становиться более, скажем так, ну не то чтобы сильнее, но более опаснее. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагулно, что наше время подключились к нам в ефір і ответили на наші вопроси. Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку. Військовий політичний оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив», експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука. Чохсагулнос. До зустрічі.